Уважаемые журналисты, хотела бы сразу пояснить цель сегодняшней пресс-конференции. Слишком много кривотолков входит в прессе об обращении моего доверителя и членов его семьи с иском, который сейчас принят к производству в Свердловском суде. И мы хотели бы, собственно говоря, просто пояснить, с чем это связано и цель данного искового заявления. Дело в том, что, если вы обратили внимание, то, собственно говоря, исковое заявление было подано не сразу. Первая часть расследования вышла еще 30 мая, в которой были сообщены ряд сведений, порочащих честь, достоинства семьи Матраимовых, а также благотворительного фонда, созданного ими для благотворительных целей и помощи нуждающимся. С нашей стороны мы предприняли ряд попыток решить данные вопросы в медиативном порядке. В частности, обращались с заявлениями в ряд общественных организаций, подавали несколько жалоб в комиссию по рассмотрению жалоб на действия средств массовой информации, а также обращались с заявлениями к вышестоящему руководству радио «Затык», в частности, к центральному офису «Радио Свобода», с просьбой, соответственно, принять какие-то меры и прекратить распространять порочащую информацию, не имея на то соответствующих подтверждающих документов. Если мы помним, то в первом расследовании были представлены ряд документов, несоответствие их действительности и подложность данных документов была доказана в последующем и освещена в средствах массовой информации. Однако вместо того, чтобы прекратить данные нападки, выходит вторая часть расследования, в которой уже в открытой форме обвиняют всех членов семьи в участии в теневых доходах, а также из Раимбека Матраимова вообще делают символ коррупции. Уважаемые коллеги, я думаю, что нет смысла говорить, что подобные обвинения могут быть заявлены только при наличии обвинительного приговора, вступившего в законную силу, чего вообще не имеет места быть. И любому терпению приходит конец. Для того, чтобы решить этот вопрос в правовом поле, был заявлен иск о защите чести и достоинства и признании информации, соответственно, несоответствующей действительности. Всех возмущает сумма заявленных требований компенсации морального вреда. А как вы сами бы оценили данный моральный вред, если, извините, из Матраимова уже вообще в принципе сделали символ коррупции, а из членов его семьи уже прямо демонизировали всю семью, прямо разворовали всю республику, судя по публикациям. А 24 KG пошло еще дальше. Она вообще открытым текстом печатает, что Раимбек Матраимов замешан в коррупционных схемах. Давайте как-то будем. Мы не говорим о том, что журналисты не имеют права освещать информацию, но эта информация должна подаваться соответствующими доказательствами. После первого расследования Али Тактакунов обещал предоставить подлинники документы. Это было, 30 мая. До сегодняшнего дня ни одного документа подлинника не представлено, в том числе в правоохранительные органы, извините. И более того, сам Али Тактакунов не является на допросы по уголовному делу, то есть он скрывается от дачи показаний для следствия. Я не хочу вдаваться в данные подробности и сразу предупреждаю журналистов о том, что я не буду отвечать на провокационные вопросы. Цель данной пресс-конференции только довести до сведения журналистов, что мы будем защищать свои права в рамках правового поля. В настоящее время, дабы избежать разговоров о том, что мы пытаемся давить на прессу путем наложения ареста, путем закрытия счетов, мы подали заявление об отмене обеспечительных мер. И, насколько я знаю, Свердловский суд вроде как нас известил на сегодня на 4 часа на рассмотрение данного заявления. После пресс-конференции я уточнюсь еще этот вопрос. Мне просто помощницы позвонили, что получили телефонограмму. Хотелось бы указать, в
каких вообще законодательных актах предусмотрено, что можно обвинять человека огульно? За основу расследования даются показания человека, который обвиняется в тяжком преступлении, находится в розыске. Более того, представляются копии каких-то документов в качестве подтверждающих документов, что деньги были перечислены в фонд Матраимова, представляется бумажка без единой подписи, с указаниями каких-то цифр и каких-то непонятных надписей. И указывается на то, что вот эти перечисления, это сделаны в фонд. Люди, ну давайте как-то будем к этому относиться критически. Разрисовываются какие-то схемы коррупции в таможенных органах, согласно которых транзитные грузы каким-то образом, соответственно, выгружаются на нашей территории и без растаможки проходят, значит, на нашу территорию. Ну, в данном случае это могут говорить люди, только несведущие в данной сфере, поскольку мы просим отнестись критически, вообще люди с критическим мышлением, но обратите внимание, что если это транзитный груз, да, ну вот я сама попыталась разобраться в этом вопросе, и уже ряд публикаций соответствующих органов по данному вопросу был. Если идет транзитный груз, то он идет, извините, под надзором того, в том числе того таможенного органа, в чью страну оно приходит. Пломбируется, если товар идет из Китая, пломбируется китайской пломбой, потом пломбируется нашей пломбой. Если выгружается перед территорией Узбекистана, то присутствуют помимо наших таможенных органов, таможенные органы Узбекистана и плюс еще соответствующие органы, которые комиссионно следят за этой перегрузкой. Где здесь коррупция может быть, где здесь может остаться товар? Ну и опять же, это можно утверждать только если есть хоть одно доказательство. Ну, люди, где доказательства данного вопроса и тем более отношение к этим делам самого Раимбека Матраимова. В общем-то, мы намерены все несоответствующие действительности сведения оспаривать в суде. И все доказательства будем представлять в ходе судебного разбирательства. Мы считаем, что показания одного человека, который, к сожалению, в настоящее время мертв и не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные факты, не могут служить основанием для того, чтобы огульно обвинять людей в совершении тяжких преступлений против государства нашего. Поэтому, уважаемые коллеги и журналисты, я надеюсь на то, что вы поймете причину нашего обращения в судебные органы, и в последующем мы будем решать вопросы только в правовом поле. Мои доверители, более того, официально заявляют о том, что цель их не те деньги, которые заявлены. Эти деньги, все до копейки, если будет удовлетворен иск, будут направлены в детские дома. Об этом я заверяю совершенно официально. И никаких причин для того, что вот сейчас такие, так сказать, смешочки издавать, это не совсем правильно. Это информация серьезная. Что касается принятых мер по обеспечению иска ранее, то они полностью соответствовали требованиям законодательства. Гражданско-процессуальный кодекс и Гражданский кодекс позволяет нам определить сумму морального вреда, исходя из степени причиненных моральных страданий. Все члены семьи, ну не все члены, а большинство членов семьи являются публичными людьми, достаточно известными. Один из них занимает депутатский пост, один занимал высшую административную должность. И фонд, который занимается благотворительностью, известен своими благотворительными делами, вот такая информация наносит существенный ущерб их деловой репутации. В связи с этим сумма морального вреда была определена вот из этих соображений. Однако при обращении в суд, в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом, мы вправе обратиться с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении заявленных материальных требований. Я хотел некоторые моменты уточнить, что Али Тохтакунов, он передавал часть документов в финполицию, мы об этом писали, и все об этом писали, часть документов были переданы. Также
Азатек сотрудничает с ГКНБ в рамках закона, и то, что журналисты указывают исключительно факты, да, то есть я не хотел бы, чтобы здесь происходила какая-то подмена понятий. Мои вопросы следующие. Сумма исков, откуда она взялась, и знаете ли вы, сколько зарабатывает один журналист в месяц или одно медиаиздание, скажем Да, так, в почему вы месяц? считаете, что эта сумма адекватная? Я уже объяснила, почему мы считаем, что эта сумма адекватна. Эта сумма исчисляется из размера причиненных моральных страданий. Давайте будем говорить, его имя и имя его семьи треплют, простите меня, в каждом издании и на каждой полосе интернет-странички, каждой. И это не может не отражаться ни на членах семьи, ни на его деловой репутации, не отражаться, вернее, ни на членах его семьи, ни на его деловой репутации. Извините, надо отвечать за свои слова. Что касается вас, то замечательно, пусть ваши юристы принесут это в суд, и суд будет давать этому оценку. Мы будем представлять свои доказательства, вы, соответственно, свои. В рамках состязательности сторон каждый будет доказывать то, что может. Почему среди истцов есть Искендер Матраимов? Почему он в списке истцов? В чем конкретно? Я еще раз повторяю, мы не в зале судебного заседания. Все, что касается заявленного иска, это будет предметом рассмотрения судебного разбирательства. Там мы будем давать объяснения. Мы хотим разобраться именно со содержанием. Я не собираюсь отвечать на содержание иска в рамках пресс-конференции. Пресс-конференция для того, чтобы сказать, почему мы обратились с заявленным иском, а не объяснять по каждому требованию. Когда сегодня обращается со вторым ходатайством об отмене ареста, это почему происходит такая манипуляция? Потому что я уже объяснила, я не знаю, где вы были, когда я объясняла. Это может расцениться как давление на СМИ, но вы Да. это решение приняли за один день. Вы же готовились к этому иску несколько месяцев. То есть вы до этого не знали, что если вы подадите там 22 миллиона и наложите арест, это будет восприниматься как давление на СМИ. К вам это пришло в голову за одну ночь или за 12 часов? Мой доверитель принял такое решение, я его исполняю. В этот же понедельник назначен наш иск. Нет. А когда арест наложен? Какое число? 10-го. 10 числа, да? Да. В понедельник вы подаете, 10-го сразу накладывается арест, так? А вы знаете, какое число понедельник? Вы накладываете арест. Мы не накладываем. Давайте так. Я просто вопрос, объясните мне. 9 числа дело поступает к судье. К судье уже поступает к судье. 10-го она принимает к производству и одновременно рассматривает вопрос об обеспечении иска. Это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом. Откройте кодекс и посмотрите, в течение каких сроков суд должен рассмотреть рассмотреть заявление о принятии мер к обеспечению иска непосредственно при принятии дела к производству. В течение дня. И в течение дня вы уже нашли расчет нищета всех компаний? Не в течение дня. Мы 12-го начали развозить. Расчет нищета и сразу вам выдали. Что? Данные. Вы требования когда подаете? Мы не требования подавали, мы просили истребовать сведения и сразу при наличии счетов наложить арест. И судья успела за один день истребовать сведения из банка? Это одним определением было. Одним определением вынесено. Да. А медиативный срок? Какой медиативный срок? Закон о медиации говорит о предоставлении... А при чем тут медиация и Гражданско-процессуальный кодекс? Сегодня основное требование проведения заседания, встреча с двух сторон, чтобы присутствовать... Уважаемая Тактаиму Металиева, не надо мне цитировать кодекс о медиации. Мы рассматриваем дело в гражданском производстве. Все, давайте это... Можно вопрос? Вопрос Спасибо, давайте. мне понятно. Можно вопрос? Когда вы подавали иск, прошение в комиссию по жалобам на СМИ, вот вы говорили, вы пытались путем медиации Да. выяснить это. Когда это было и какое решение вынесла комиссия по Первоначально- жалобам? Вопрос можно, я сразу Да. договорю, и вы сразу это. И можно пояснить, какие именно моральные страдания испытывает семья Матраимовых, что Да, ну там вот он больница, есть, может то есть... быть, Вам слезы в баночке Нет, принести? Можно я договорю? То есть каким образом это отражается на здоровье, отражается ли на деловой репутации, о которой вы говорили ранее? То есть это какие-то незакрытые сделки, это какие-то контракты? Мы опять возвращаемся к тому, что это будет Я предметом уточняю. судебного разбирательства. Проблема в том, что у нас на руках нету иска. Если бы вы его принесли, было бы гораздо проще. Я прошу прощения, вы сторона по делу?
Я сторона. Ну сходите, получите в суде. Какие проблемы? Хорошо, тогда ответьте на первый вопрос по комиссии на жалобам по СМИ. Будьте Комиссию по жалобам по СМИ, насколько я знаю, на тот момент я это не подавала. Я видела, жалоба подавалась после первого расследования. То есть в июне, грубо говоря. Да, в июне где-то. Никакого решения не было вынесено. Насколько я помню, по-моему, эту жалобу, как мне сказали, вернули. Вторая жалоба подавалась после того, когда в Аше произошел инцидент с дроном. Здесь уже я ходила на заседание, было назначено заседание. Однако мы заявляли, просили именно рассмотреть, есть ли нарушение кодекса об этике журналистов. А члены комиссии пытались увести меня на то, что я должна доказать нарушение чести и достоинства. Что совершенно два разных требования. Извините, мы вам про Ивана, они нам про болвана. И в данном случае эта жалоба тоже была возвращена. А кто рассматривал, можете подсказать? Вот, ну, члены комиссии, нет, я не вспомню фамилии. Хорошо. Вы А на упомянули- вторую Так, часть подождите, вопроса вы Азат, так и не ответите, потому что у меня нет возможности взять иска. Я не буду сейчас вдаваться в подробности судебного разбирательства. Я все буду доказывать в Нет, суде. просто Нет, вы ну- можете подробности иска сказать. Я не говорю, чтобы вы рассказали сейчас линию защиты. Да, хотя Я не бы- говорю, Иск что на вы- 12 страниц. Вы хотите, чтобы я его вам перечислила? Нет, ну хотя бы если тетрадки. Да, пожалуйста, вот 24 кейджи, затык, пойдите, получите копии, можете распространить во всем эфире. Я не буду сейчас это пояснять. Ну хорошо, вы хотя бы объясните, какие моральные страдания были причинены. Давайте будем говорить, что моральные страдания не зависят от физических страданий, да? В депрессию, они в депрессию впали, бессонница у них. Хорошо, а депрессию, как вы полагаете, должны доказывать? Я говорю, вам слезы в баночке принести или что вы хотите увидеть? Ну, ой, господи, я вас умоляю. Нет, я не юрист, я предполагаю. Вы мне Ну можете вот мы в сказать, суде и либо да, покажем все свои доказательства. То есть у вас на сегодня нету, да, таких моральных страданий у Матраимов нету? Здрасте. Ну, то есть вы не знаете об этих страданиях и не Я можете... знаю об этих страданиях, но я не намерена вступать в перепалку с журналистами и доказывать предмет иска. Уважаемые журналисты, успокойтесь. Я представляю интересы своих доверителей в суде. Татьяна, вы являетесь Ну, тогда адвокатом, зачем на правильно? пресс-конференции? Я являюсь юристом. Юристом. Вот такой вопрос. Почему вообще нет ни слова об имуществе Матраимовых в Дубае? Что вы можете об этом сказать? Опять я еще раз говорю, в суде все доказательства. Но вы Тогда сюда зачем вы пришли дать даете какую-то пресс-конференцию? информацию. Я даю пояснение только по заявленному иску, что и для чего подан и что мы собираемся делать в рамках заявленного Вы верите в иска. справедливость наших судей? Я верю. По отношению к Матраимовы могут верить в Можно уточнить справедливость. вопрос? Вот вы юрист, можете для нас уточнить, пожалуйста? Тихо, В тихо. новом законодательстве идет на то, что 10% от иска, от суммы иска должны оплатить. У вас неправильная Вот информация. этот момент уточнить просто. Моральный вред рассматривается как неимущественное требование, оплачивается государственной пошлиной 700 сомов. Все, так, есть еще вопросы? Если нет вопросов, разрешите завершить пресс-конференцию. Большое спасибо, господа. Татьяна, Да. можно изменить, пожалуйста, ваш телефон? Попросите. Давайте в суде будем кричать. Нет, Я, нет. извините меня, помимо всего прочего, работаю отвечать на вопросы журналистов. Нет, ну вы же вышли в публичное пространство уже. Я вышла, все сказала в суде. Встретимся в суде. Вот я прямо за... Что он начал. Ребята, которые у меня хотят жить.